Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Новая редакция Российского кодекса об административных правонарушениях может получить поправки, которые увеличат суммы штрафов для бизнеса за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, налоговой службы и других надзорных органов в десятки раз. Отмечается, что сегодня для юридических лиц при невыполнении ими предписаний установлена максимальная санкция в размере 20 тысяч рублей. В проекте нового кодекса предусмотрены величины штрафов в размере от 200 до 500 тысяч рублей. При этом повторное невыполнение предписаний может повлечь наложение штрафа в размере до 2 миллионов рублей. Также в кодексе могут появиться новые статьи за нарушения, которые раньше отдельно не выделялись, но, отмечается, вместе с тем, наряду пунктов санкции могут быть и смягчены. Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на 1 год, до 2022. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудников в пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после мораторий продлевали несколько раз. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За 4 года моратория российский бюджет сэкономил 2 триллиона рублей. Инаглинский ГОК в Якутии, космодром Восточный и Сахалинская ГРЭС-2 вошли в тройку лидеров среди инвестпроектов на Дальнем Востоке, имеющие наибольший вклад в развитие территорий согласно рейтингу, представленному экспертами Российской академии наук. Как отмечают авторы исследования, проект ГОКа Инаглинский имеет наибольший ожидаемый эффект в экономике Якутии. Его вклад в валовый региональный продукт должен достичь 252 миллиардов рублей. Кроме того, являясь частью развития угледобывающего кластера в Якутии, среди прочих ожидаемых эффектов следует выделить создание всей необходимой инфраструктуры для функционирования шахты и обогатительной фабрики. Власти Якутии заверили жителей, что в случае сокращения работников здравоохранения республики все будут трудоустроены. По данным Минздрава Якутии, из 27 тысяч работников здравоохранения медицинскими являются только 5 тысяч человек. Обсуждая в правительстве Якутии оптимизацию здравоохранения, премьер-министр Владимир Солодов акцентировал, что власти примут все меры по трудоустройству тех, кого затронет сокращение. На это порядка 800 человек. Мы знаем всех этих людей посписочно. Это младший и средний медицинский, а также обеспечивающий персонал. Нами будут предприняты ряд мероприятий по их дальнейшей занятости, заверил Владимир Солодов, подчеркнув, что ни один врач сокращен не будет. А в арктических районах республики сохранят весь штат в медучреждениях. Напомню, в Якутии оптимизация в сфере здравоохранения коснется более 200 медучреждений. Под сокращение попадут 784 человека. Количество жителей арктических районов Якутии за 30 лет сократилось более чем в 2 раза, со 148 до 67 тысяч человек. По мнению главы республики Айсена Николаева, для решения проблем нужны неординарные меры, а не точечные мероприятия. Почти 20% жителей арктической зоны Якутии живут за чертой бедности. Уровень официальной безработицы в 2,5 раза выше среднереспубликанского и составляет 4,5%. Выше и уровень смертности 9,9%, когда как среднереспубликанский 7,8%, отметил Айсен Николаев. Как заявил на первом пленарном заседании Ленского клуба, посвященном перспективам развития арктической зоны, замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, в настоящее время отмечено 10 приоритетных направлений развития, которые планируются к реализации в рамках новой стратегии «Арктика-2035». Это использование особого экономического режима для всей территории Арктики, интенсификация освоения шельфа, рост грузоперевозок по Севморпути, развитие науки и техники, запуск сотен проектов, которые создадут более 200 тысяч рабочих мест, улучшение качества жизни с изменением стандартов и правил специально для арктической зоны, создание отдельной госпрограммы по поддержке коренных и малочисленных народов Севера, особое внимание экологии и сбережению природы, а также активизация международного сотрудничества. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.